Фанфары сегодня звучат в честь «Вакуум-Маша». С 80-летием заводчан поздравляет Рустам Минниханов. Передовикам и ветеранам производства Раис Республики вручил государственные награды и благодарность всему коллективу предприятия. Я знаю все процессы, которые здесь происходили. Ну и, конечно, сам завод появился в самое сложное время для нашей страны. И сегодня он пережил все эти сложности благодаря той команде, которая есть. Есть люди, которые работают свыше по 50 лет, отработали, ветераны. Есть трудовые династии. И это говорит о том, что предприятие имеет серьезный фундамент. Я всех вас поздравляю с юбилеем, с пожеланиями благополучия, успешной дальнейшей работы. Работали и свекр со свекровью, брат мужа, и 2 дочери работали. Около 40 лет на заводе вместе с мужем работает и сама Альмира Хусаинова. Когда с помощью твоих рук выходит от болвашки и получается уже готовое изделие, это очень даже интересно. Виталий Михеев на заводе более полувека. Сначала изготавливал продукцию, а с годами стал и воспитывать молодых специалистов. Здесь довольно-таки точные детали делать. Вакуумная промышленность – это специфическая. Во-первых, должна чистота быть, во-вторых, точность. А сейчас даже очень легко стало работать. Вы видите, какой наш сейчас завод. Сегодня у проходной завода появился мемориал, табличка, что это предприятие трудовой доблести, и памятная доска в честь директора завода Николая Капустина. Он проработал здесь 45 лет, возглавил в сложные 90-е, расширил номенклатуру продукции, нашел зарубежных покупателей и сделал многое, чтобы сохранить «Вакуум-Маш». Сейчас заводом руководит его сын. Если бы не было Николая Федоровича, как вот сегодня уже говорили, я почти что убежден, что не было бы и завода, скорее всего, потому что те решения, которые были приняты в те сложные времена, позволили их пережить, и сегодня нам гордиться тем, что мы делаем. Здесь настоящие немецкие насосы, которые мы поставляли 30 лет в Германию, сейчас в Китай поставляем. Производство и передовую продукцию завода осмотрел Рустам Минниханов. В долгосрочную программу модернизации здесь инвестировали свыше 1 миллиарда рублей. Выпускают уникальное оборудование для атомной промышленности и космической техники. Уважаемые коллеги, ваша работа по созданию испытательного оборудования для космической техники особенно важна для нас. Сейчас началась разработка и подготовка производства новых образцов вакуумного оборудования по программе импортозамещения. Дмитрий Арин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.